Доброе утро. Я очень рада видеть вас сегодня здесь. Мне очень приятно, что вы пришли. Для меня это вообще выступление в новом качестве. Обычно я говорю про биологию, либо про то, как готовить ребят к поступлению, либо к олимпиадам, либо о научно-практических работах. Но вот сегодня я решила поделиться тем, что будет актуально для учителей любых предметов, то есть надпредметная компетенция, так называемые элементы селф-менеджмента для учителя. Кликаем. Так, секундочку. Все. Итак, план доклада. Вначале немножко познакомимся, я расскажу о себе. Вы расскажете о ваших ожиданиях. Да? Потом я расскажу о теории, которая стоит за вот этим вот усталостью, за хроническим стрессом. Что вот есть, что могут нам сказать нейробиологи, что на самом деле происходит и от чего мы устаем. Ну, по крайней мере, некоторые наметки. И потом мы, собственно, поговорим, большое внимание уделим практическим рекомендациям, как простые, бесплатные, надежные сервисы Google могут помочь учителю. Да? Должны понимать, мне немножко неуютно, потому что думаю, вот, блин, я так не люблю, как эти сюда бизнес, вот эти вот коучи всякие, они там придут, что-то там научат, потом чего-то продадут. Ну вот как бы, да, ничего продавать не собираюсь. Вот, и я такой же учитель, как и все вы, и как многие из вас. Я мама, дети, семья, дела, дел очень много, поэтому вот давайте будем друг другу помогать. И в конце будет время для обмена опытом, чтобы вы рассказали, что у вас работает. Может, вы знаете что-то еще эффективнее, да, чтобы мы вот так вот обменялись рабочими практиками. Итак, я выросла в Старобине, училась в 9 классах, закончила Старобинской школе. Я всегда вставляю слайд знакомства, потому что жду, может быть, будут земляки. Да? Вот, пока еще не было совсем из Старобина. Потом училась в школе Солигорска. Пока училась в школе Солигорска, в химиоклассе, передумала поступать в мед, поступила на биофак, закончила биофак, потом магистратуру, параллельно поработала в Академии наук младшим научным сотрудником, параллельно работала учителем в лицее номер 1. А потом муж решил поступить в аспирантуру за границу, и я смеюсь, я как жена декабриста. Оказалось, что за границу проще уехать самостоятельно по рабочей визе, чем вот по воссоединению с семьей. Я тоже поступила в аспирантуру, которую вот в 2014 году благополучно закончила. И как вы понимаете, учеба, и она была 6 лет, не потому что 6 лет, она вообще чисто времени чуть больше, чем 3 года, было 2 декретных отпуска. И это тоже стимулировало меня все время искать какие-то способы, как это все совмещать. Мы вернулись в Беларусь в 2015 году, уже 3,5 года. И с этого же времени я работаю только учителем биологии. С 2016 года в Академии постдипломного образования с той или иной периодичностью провожу семинары. С 2017 года руковожу сообществом биохакеров. Если среди вас есть биологи, которых я еще не знаю, что вы биологи, добро пожаловать. Мы объединяемся, создаем облачное хранилище материалов, полезных книг и так далее. И с этого года, с 2018-го, также работаю репетитором по биологии в центре 100 баллов. Какая цель моя презентации? Поделиться с вами своими действующими приемами по повышению личной эффективности. И как я уже вчера упоминала, Николай Иванович Захарский несколько раз в своих лекциях, на которых я была, упоминал о том, как важно учителю быть не только результативным, но и эффективным. Я слушала и поняла, вот оно. Я все время как-то фокусировалась, что главный результат, я думаю, среди нас очень много, в кавычках, девочек отличниц, да, мы вот готовы сделать все, что угодно, чтобы получить хороший результат, а на самом деле нужно как бы разумно относиться и не отдавать всего себя работе, потому что есть семья, есть друзья, есть хобби и вообще жизнь, да, это не для работа. Итак, вот, я думаю, многие из нас так себе представляют нашу работу где-нибудь в августе или летом. Мы мечтаем, что вот в этом году будет вот так. Правда? У меня такие. Согласны?
Уже, ну не знаю, сентябрь у нас сумасшедший. У меня всегда такое ощущение, это все равно как в январе неожиданно выпал снег, так в сентябре неожиданно начался учебный год, и в лицее вот, как будто бы впервые наступает в сентябре учебный год. Я не знаю, как у вас, но у нас в лицее вот это так. В сентябре впервые наступает учебный год, и вот это вот все нужно было сделать еще позавчера. Это просто кошмар. Поэтому давайте мы порассуждаем, что мы можем сделать и можем ли мы перейти, да, из вот этого состояния к вот такому, возможно ли это, реально ли это. Итак, давайте мы посмотрим, что от нас не зависит, вот что мы не можем поменять. Мы не можем поменять тот факт, что поток информации увеличивается. При этом, заметьте, сейчас, если раньше поток любой информации, абы какой, можно было сказать, увеличивается, то сейчас поток даже качественной информации, вот если вы подписаны на тематические сообщества учителей, своих предметов, каких-то там, уже классная информация, но ты понимаешь, что ее так много, что даже то, что в принципе к тебе относится, его уже очень много. Далее. Вот, да, у кого есть вайбер-чаты с классами, с детьми, НВК, олимпиады, все что угодно, да. И это что делает? Это размывает наш рабочий день. Если раньше, да, там в 5 часов вышел, там, да, и забыл про работу, то теперь, ну, это не только про учителей, но про учителей, наверное, во многом это про нас, потому что очень трудно поставить на паузу какие-то вещи. Ну и, наконец, требования к работнику тоже растут. Вот недавно, буквально позавчера, наткнулась на статью известного психолога Людмилы Петрановской, возможно, вы слышали. И у нее была статья о том, почему сейчас почти все матери испытывают чувство вины. И она это объясняет тем, что незаметно для всех произошла подмена двух понятий. Когда идеал, вот раньше была обычная нормальная мама, а была идеальная, которая все успевает и выглядит прекрасно, и все у нее там супер-супер. А теперь идеал стал нормой. Те женщины обычные, которые хотят просто спокойно жить, работать, растить детей, они чувствуют, что они не дотягивают до этого идеала и думают, что они ненормальные и постоянно испытывают чувство вины. Мне кажется, я вот эту статью прочитала, что отчасти тоже можно сказать и о нас, учителях, что мы можем смотреть на других и думать, вот он-то успевает, а значит, я плохо стараюсь. Вот эта вина, она очень непродуктивна. Давайте мы будем понимать, что если человек успевает в чем-то одном, он упускает что-то другое. То есть будем реалистами. Да, это дети могут думать, что возможно что-то вот такое идеальное везде по всем фронтам, а мы понимаем, что да, мы всегда говорим «да» одному и говорим «да» параллельно чему-то другому. Говорим «нет» чему-то другому. То есть вот это особо от нас не зависит. Хотя, естественно, мы можем ставить и должны, я думаю, да, ставить сами для себя, что просто там семьи я не отвечаю или что-то. Но тем не менее. А вот что зависит от нас? Смотрите, от нас зависит, как мы лично организуем наши дела, как мы организуем свое пространство, физическое, да, как у нас вот в квартире, в кабинете, в компьютере, да, как у нас упорядочены документы. И, наконец, у нас много ресурсов, и то, как мы ими распоряжаемся, будь то время, здоровье, отношения, деньги, другие ресурсы, это все на самом деле зависит от нас, и это немало. Естественно, это необъятная тема, и мы сегодня поговорим вот об этом, как мы организуем свои дела, в первую очередь, где мы их фиксируем и что нам поможет быть эффективным в этом контексте. Причины неэффективности, тревожности и стресса. Вот это, пожалуй, самая главная причина, которую мне удалось найти вот среди исследований нейробиологов. Они говорят все, что мозг – это прекрасный творческий генератор, творческий работник. И мозг нужно так использовать. Но мозг ужасный секретарь. То есть он совершенно не предназначен для того, чтобы помнить. Так, вчера мне нужно было позвонить, ой, у меня подруга день рождения, мне надо купить, ой, ребенка порвали с колодки. Да? У кого из нас вот в голове это крутится? Я думаю, почти у всех, да, вот такой, что ой, я на работе, а туда, и все. И на самом деле мозг для вот этого не предназначен, просто для удержания в памяти того, что нужно сделать. Что происходит с компьютером, когда открыто много окон,
он начинает тормозить, да, вот он черепашьими темпами начинает работать. То же самое происходит и с мозгом. Я как биолог подумала чуть-чуть еще и поняла, что на самом деле это все легко объясняется. Дело в том, что на все процессы мыслительные, в том числе, тратится энергия АТФ. Может, вы из курса биологии помните, универсальная валюта, да, нашего организма. Для того, чтобы какую-то мысль удерживать в памяти, мы ее гоняем в виде цепочки нервных импульсов по какому-то контуру. Да, в мозгу, вот она физически у нас там двигается. На это движение тратится энергия АТФ. Поэтому действительно, по сути, ничего не делая, но удерживая в голове дела, мы будем уставать. То есть этого есть абсолютно физическое, да, объяснение. Следующий момент. Смотрите, он тоже очень важен. То есть мы поговорим о 3 моментах, а потом о том, как мы их можем решить. То есть первое вот это. Второй момент. Если мы понимаем, что мы не выполнили обязательства перед другими, либо перед самим собой, мы самому себе вот сказали, что вот мы там сделаем 10 дел, а сделали только 2, мы чувствуем себя тревожно, обесточенно, нам некомфортно, и у нас повышается уровень стресса. Опять нам кажется, что вот мы такие-сякие, мы плохие, вот кто-то успел, а я это. Вот. И это все тоже... А вы понимаете, что вот как и в педагогике, образование должно идти из точки покоя, да, вот и вы, Екатерина, сегодня говорили, да, что если ребенок спокоен, если обратная связь в безопасной обстановке, то тогда хочется ее слышать, принимать к сведению и развиваться. То же самое и здесь. Но тут какие варианты? Если слишком много к себе, самому себе и другим обязательств, что-то, не торопитесь давать обязательства, говорите нет, да, передумывайте, отменяйте, извиняйтесь, скажите, нет, извините, я не смогу сделать, изменились обстоятельства, ну, не могу, не железно. Вот. И, наконец, 3-й момент. Если мы в голове постоянно непродуктивно обдумываем, ой, извините, я забыла сказать в самом начале, это презентация, в самом конце будет QR-код, в самом конце будет короткая ссылка, то есть вы ее все скачаете хоть прямо сегодня, а второе, в любом случае, организаторы EdCamp будут все материалы выкладывать, хорошо? Так что вы можете спокойно, да, просто спокойно слушать, да, и даже не записывать, в принципе, все тут мысли есть, абсолютно. Итак, постоянное непродуктивное обдумывание дел, которые нужно сделать, это тоже большая трата времени и сил. Вместо того, чтобы прокручивать, да, ой, вот это еще дело, вот это, записали, да, или решили, что я подумаю об этом завтра, помните, как это я подумаю, да, об этом завтра. Вот эти мысли взяты из книги Дэвида Аллена, может быть, вы слышали, есть такая система GTD, Getting Things Done. Книжка большая, американцы умеют писать книжки из 3 мыслей, но вот столько. Можете ее почитать, она есть бесплатно в PDF. Да, они мастера писать, продавать. Вот. Но на самом деле вот это, с точки зрения теории, вот это основные мысли, а потом там, конечно, идут отдельные советы о том, как организовать то или иное пространство, папки, обзоры. Нет, почитать ее не мешает, если вам интересна, да, эта тема. Итак, как мы можем уволить мозг с должности секретаря? И первое решение – все записывать. Куда и как, мы сейчас поговорим, какие есть возможности. Но это первое правило. Пришла в голову мысль, записали. Если пришло в голову дело, сейчас поговорим, что можно с ним делать. Вот. Первое. Есть первое правило эффективных людей. Может, вы слышали? Слышали? Если дело занимает менее 2 минут, сделали и забыли. То есть даже записывать не надо. Все. Попросили имейл, переслали и забыли. Попросили фотку, переслали и забыли. Следующий момент. Все остальное мы записываем, но мы понимаем, что у нас есть разные категории информации, есть дела, которые нужно сделать, есть, вот как мы сегодня, все ведем на конференции вчера и сегодня заметки, и там тоже нам приходят в голову какие-то, да, идеи, а может я попробую на уроке, контакты, да, люди, с которыми надо, да, можно что-то обсудить, сотрудничать, либо какие-то конкретные дела. Раз, моим ученикам рассказать про вот это, да, то есть в принципе
принципе, у нас есть минимум 3 категории записей: дела, информация и идеи. Куда записывать? Ну вот мне тоже подарили блокнот, да, бумажный носитель, можно на бумажном носителе. Но я вот подумала, у меня собралось уже со всех семинаров и презентаций, дома стоит блокноты, листы А4, какие-то папки. И вот я думаю, я запишу умные мысли в блокнот, потом положу домой, и это станет еще одним для меня обязательством. Вот это все что-то с этим сделать, вот, да, как вот и вы, Екатерина, говорили, что можно что после конференции попахать, и все, и забыть, и никуда это не применить. Поэтому, ну вот я вам расскажу, как я вела записи уже начиная с этой конференции. То есть вот эти вот вещи, которые я рассказываю, они совсем свежие для меня тоже. Ну и, наконец, электронные, они удобнее, но нужно немножечко времени на то, чтобы освоиться и привыкнуть. Бумажные хороши, многим приятно писать, но если вы какое-то дело не выполнили сегодня или 5 дел, вам же их надо перенести, потому что опять сидеть писать. А если вам нужно раз в неделю, не знаю, там заполнять какой-то журнал, да, то есть это что, раз в неделю в ежедневнике? Ну, то есть, мне кажется, бумажные потихонечку сдают свои позиции, можно их оставлять для каких-нибудь мечтаний, там что-то расписывать, да, какие-то там вещи, или еще что-то другое. Смотрите. Еще момент, что у нас есть дела долгосрочные, а есть краткосрочные. Я вам расскажу, да, вот как у меня выглядят долгосрочные и краткосрочные. И, наконец, после того, как вы записали планы, долгие, короткие, если вы к ним никогда больше, они вам не попадаются на глаза, и вы на них не смотрите, то, ну, это тоже как будто бы где-то оно есть, но оно не работает. То есть мы поговорим о том, как делать, чтобы это работало. Итак, я за электронные, хотя я очень-очень долго сопротивлялась, сама безумно люблю красивые бумажные ежедневники. Итак, первый момент, в котором нам может помочь Google, это хорошая почта. У кого из вас есть почта на Gmail? Ну, практически половина, на нем даже большинства, больше, чем половина. Почему она классная? Ну, во-первых, это больше программисты мне, наверное, подтвердят, вот говорят, что она очень надежная с точки зрения каких-то алгоритмов, не знаю, кодировок, еще чего-то, то есть ее хвалят. Я сильно не знаю, поэтому не буду про это говорить голословно. Чем удобно? Есть Google Drive, но он, в принципе, есть у многих, да, но вы знаете, что там есть облачное хранилище, то есть вам уже можно сильно с флешкой не бегать, если есть интернет там, куда вы идете. Все, сохранили презентацию, ее подняли с хранилища. Ничего не пропадет, если флешка упадет, если вы телефон потеряете, все равно у вас будет это все синхронизировано. Ну и самое главное, что она была, эта почта, обновлена весной. Может быть, не все заметили, для того, чтобы получить обновленный интерфейс, там нужно сказать, да, пользоваться новой почтой. И у нее появилась вот такая замечательная справа вкладочка. Смотрите, вот это кусок принципин верха моей почты. И вот если вы обращали внимание, там есть 3 вкладочки: календарь, заметки и задачи. И вот мы посмотрим, насколько мощными могут быть вот эти 3 сервиса. Ну, поехали. Что может Google календарь? Ну, самые очевидные вещи. Вы туда планируете жесткие задачи, привязанные ко времени, и гибкие, которым вот если мне просто сегодня в течение дня нужно там кого-то поздравить, я просто пишу это без даты на целый день, и у меня это будет высвечиваться вверху моего календаря. Гибкие, естественно, ну вот это гибкие, жесткие, да, будут видны в сетке календаря. Следующее. Очень удобно. Все повторяющиеся дела, кто пользуется, там так хорошо настраивать повторы каждый понедельник месяца или каждую 4-ю пятницу. Вот. То есть раз, и у вас какой-то факультатив, вы за один клик, он у вас на весь год, вы можете поставить дату окончания 31 мая, и у вас все, у вас на весь год он стоит по сетке расписания. Да. Следующее, что очень удобно, можно создавать несколько календарей. Вот, например, у нас есть отдельно просто календарь, только дни рождения и праздники. Мы туда вносим, кого мы хотим поздравить. Опять-таки это важно, да, для поддержания дружеских отношений, помнить, да, вовремя купить подарок, там, позвонить, обратить внимание, уделить время. Можно рабочий с коллегой создать календарь общий, если вы сотрудничаете, семейный с мужем, либо с детьми, либо у меня есть, естественно, еще просто личный для меня, потому что моего мужа не касается, да, и детей, просто вот мои какие-то дела. Это супер. Следующий момент.
Можно иметь, да, общие календари с другими людьми. То есть можно самому себе несколько их разделить, сказать, вот это мое хобби, а это работа, у меня 2 календаря. А можно еще, да, я вот забежала вперед, с другими людьми. Можно цветом выделять разные события, да, прям вот вообще, ну сразу тогда видно, работа там у меня, например, зелененькая, дома у меня желтенький. Вот. И, наконец, можно распечатывать и вешать на видное место. Не все календари, не все вот органайзеры дают такую удобную, хорошую возможность. Она реально очень полезная. В начале недели или в воскресенье распечатали, на холодильник повесили, вся семья ходит и видит, кому куда, на какой кружок. И вы смотрите, о, я знаю, мой ребенок сейчас вот там, а у него вот этот вот урок. Это очень удобно. Ну вот как это выглядит у меня в распечатанном виде, да, вот он даже если на 5 рабочих дней, он помещается на ландшафтный вот этот вот лист А4. И вот смотрите, вот они гибкие, вот те, которых нету привязки по времени дня, вот их тын-тын-тын-тын вверху, а вот жесткие, сразу видно, вот ребенок там сын в школе, дочка, вот у дочки скрипка, у сына логопед, там у меня стубалов, ну и так далее. То есть это все здесь видно, кто где находится. Следующий момент. Таким образом, если у вас есть Google календарь, в принципе, вам не нужно делать отдельный список дел. То есть вот то, что у вас есть на сегодня, это есть ваш список дел. И в конце дня вы удаляете сделанные дела, просто удаляете, расчищаете место. Не сделанное быстренько там, изменить, переставить на другую дату, переносите на другой день, не надо их перепечатывать. Просматривайте список на завтра, то есть сразу, ну вот завтра у меня вот это. И, наконец, вы пойдете отдыхать с пустым списком дел на сегодня. То есть можно прийти к тому, что в конце дня все у вас чисто. И это очень сильно снижает вот эту вот тревожность. Вы понимаете, что на сегодня я молодец. Все, на сегодня, а завтра будет завтра. Но вот сегодня у меня все хорошо. А все, что вот нужно сделать в другие дни, оно у меня записано. Все, голову можно освободить. Ну вот, например, да, тоже вот принтскрин. Вот утром, да, календарь может выглядеть вот так, но это вот мой личный, это еще общий. А вот вечером все, дела сделаны, да, но тут вот таким вот блеклым это прошедшие события. Я их не удаляю, то есть если вот прошло мероприятие, оно просто блеклое в календаре, то есть ну все, оно прошло, и все хорошо. То есть попробуйте, это вроде кажется мелочь, но реально очень успокаивает и дает как-то уверенность, что ну все под контролем и все можно совсем справиться. Потому что слышали вы такое выражение, что мы устаем не столько от сделанных дел, сколько от несделанных. Вот мне кажется, это вот про эту вот усталость, от того, что да, у нас все это в голове и нас вспоминает. Итак, это Google календарь. Все с ним понятно. Он синхронизирован, и с ним можно легко работать. Например, что-то с почты забросить как событие в Google календарь. Событие из Google календаря отправить сразу письмом кому-то разослать. То есть чем хорош Google, что у него все эти сервисы друг с другом дружат и очень удобно и эффективно. Следующее, Google Keep. Я открыла для себя совершенно недавно, вот этим летом. И вот это то, и сейчас я покажу, где я делаю сейчас заметки. Итак, вот это Google заметки. Лампочка такая на желтом фоне. Google Keep, да, англичане, держать, удерживать. Вот это классная штука, которая удержит все. И она, что самое классное, она приспособлена, чтобы ловить это очень быстро. То есть сделать заметку нужно буквально несколько секунд. Итак, например, что удобно Google Keep держать? Вот список покупок. Например, понятно, каждый день там надо молоко, сметана, но бывает масло там какое-нибудь заканчивается, или стиральный порошок. Вы взяли себе, сделали как стикер, да, оно в виде стикера, вот этот Google Keep, и вы себе пишете, можно его объединить с мужем, и кто первый до магазина добежал, да, тот это и купит, да, он тоже видит этот список, что нам надо, какое масло и какой порошок. Например, смотрите, заметки с AdCamp. Я вчера начала делать на бумаге, а потом думаю, ну опять же будет самой себе работа оцифровать вот свои заметки. И делала на Google Keep. И вот провела эксперимент. Все успевается. Вот успевается, потому что есть подсказки у телефона, да, они быстро дописывают эти слова, ты начинаешь, они заканчивают. Но что еще важно, просто потрясающе, что они сделали, что у Google Keep есть очень хороший голосовой датчик. И, например, вы можете взять, я даже подумала, после конференции оцифрую все свои другие заметки. То есть ты надиктовываешь, я попробовала, он качественно распознает и переводит в печатный текст. У вас будет заметка, как будто вы ее напечатали.
понимаете, то есть вы с чашкой чая надиктовываете то, что вы там когда-то вот заметили, и у вас все это текстовая информация. И все, вы уже решаете куда, да, либо это важно, что вы, может, статью поэтому публикуете быстренько в журнал, или кому-то письмо напишите, или семинар проведете. То есть очень-очень удобно. Там уже, вы же понимаете, с каждым днем алгоритмы распознавания речи, они все лучше и лучше работают. Следующее. Приятный интерфейс в виде цветных стикеров. При этом Google молодец, он делает красиво и сохраняет простоту. Вот это хорошо, потому что я столько всего пробовала. Там бывает просто устанешь искать вот нужную функцию в программе. У Google этого нет. Что еще есть очень классно? Есть напоминалки по времени, то есть вы можете свою заметку сразу превратить в какое-то дело, и она появится в вашем календаре. Вам не надо специально открывать календарь и туда записывать, да? Например, да, вот опять, извините, Екатерина, просто только что была у вас на лекции, я там записала ваш имейл. Если у меня, например, вот будет мысль написать вам письмо, да, я могу сразу вот эту напоминалку, она сразу будет в календаре, что в понедельник написать Екатерине письмо, спросить там вот про какую-то вещи или книгу или идею. Следующая очень классная штука — это напоминалка по месту. Ну вот нужно нам в банке, не знаю, не срочно, но там, ну что там, сделать какой-нибудь, или ребенку карточку оформить, или сделать какой-то перевод, или на почте что-то вот, да, открытку какую-то или еще что-то. То есть что-то, что не имеет четкого срока. И ваш телефон, поскольку мы сейчас все наблюдаем с этими телефонами, есть эти вот, да, GPS, да, датчики. Соответственно, когда вы будете, вы там отметите, что вот когда я буду рядом с этим супермаркетом, напомните мне, или буду рядом с аптекой, напомни мне, что мне нужны капли, да, там какие-то, или в ветлечебнице куплю корм для кота. И он вам высветит тогда, когда вы будете приближаться. Это так называемая напоминалка по месту. И, наконец, да, я уже говорила, можно делиться с другими. Если вы учителя, например, с коллегой, готовите какое-то мероприятие, открытый урок, написали быстро список дел, а список дел пишется просто, вот там создается за 1 секунду, в 1 клик. Вы написали, вы послали, пригласили свою коллегу, вы обе видите этот список дел, а потом вы что ответите? Так, подготовить презентацию, там готово, там, не знаю, там распечатать какие-то объявления или стрелочки, она это сделала. И вы видите все, она сделана. И оно, что классно, оно, понимаете, оно мгновение. Вот вы сделали на телефоне, вы открыли Google Keep на компьютере, или ваша вот коллега на своем телефоне, оно через секунду оно обновлено. То есть оно не зависает, не глючит, не тормозит, не сбивает даты, потому что вот это все у меня было с другими программами. То есть там, да, у тебя будет еще больше проблем, когда ты чем-то неэффективно пользуешься. Этот пока не подвел ни разу. Вас Google подводил, вот кто пользуется? Нет, но вот правда классный товарищ. Это что касается Google заметок. В принципе, вот как я считаю, Google вот календарь и Google заметки уже могут дать очень многое, да, уже очень здорово могут помочь. Но согласитесь, у всех из нас есть еще такие проекты, которые, как вот есть у нас Google по тайм-менеджменту, Глеб Архангельский, он говорит, слоны, которые там за один присест не съешь. Слона нужно нарезать на бифштекс. То есть у нас у всех есть проекты, которые включают несколько шагов. И тогда я вам рекомендую опять Google задачи или Google Tasks для списков дел и проектов. Просто сказка. Добавляешь себе проект и расписываешь, что нужно для него делать. И там тоже есть, можно и детали какие-то описать, можно что-то там пометить, можно и дату, кстати, поставить, она тоже появится в календаре. Единственное, оно у меня почему-то в мобильном календаре не появляется, а на компьютере появляется. Ну, не знаю, может быть, такая вот особенность. Но я бы вам не советовала, ну, мое личное мнение, вот этот Google хорош просто вот проекты и все шаги. Как только вы решаете, что вы хотите сделать этот шаг, просто забрасываете, да, его в календарь, и все. То есть вот этот хорош для обзора. Вы всегда возвращаетесь, опять-таки, да, не знаю, заведите себе традицию раз в неделю, раз в месяц просматривать свои проекты на год, да, вот хочу написать статью. А что нужно, чтобы написать статью там, да? Набросать план. План же набросать быстро. Вот статью написать, это же, понимаете, это же, напишу еще статью. А вот набросать план, да, или написать введение, все это вы разбиваете на реалистичные шаги. Это вот тоже одна из фишек вот
этой вот GTD, что не пишите просто дело написать статью, а пишите следующий конкретный шаг. Написать план для статьи, да? Написать план для презентации. Вот. Ну, а он делает, когда пишешь статью, что-то ты говорил, а он тебе переводил это? Google это в заметках. Это в заметках пользуется. А статью сам не напишет? Смотрите, вопрос вообще очень хороший, потому что мы учителя, да, мы очень, нам легко, согласитесь, в большей части проводить урок и говорить. Мне муж то же самое говорит, когда видит, как я страдаю со статьями. Он говорит, возьми диктофон и надиктуй, а потом перепечатай. А теперь уже он мне не говорит, что надо про диктофон. Возьмите Google Keep и представьте, что вы ведете, или положите вы его у себя в класс. Нет, наверное, недостаточно качества. Тогда лучше диктофон. Если вы просто в аудитории, пользуйтесь диктофоном. А вот если вы готовы сесть и надиктовать, пожалуйста. Потом, естественно, вам придется исправить опечатки, он там что-то не расслышит, не распознает. Но у вас сразу будет текст, правда, уже с текстом приятнее работать, чем с пустой страницей. Следующее. У всех у нас есть идеи, и мы не знаем, будем мы это делать или нет. Нам вроде интересно, да? И вот это тоже хорошо иметь отдельный список идей. Возможно, когда-то я встречу единомышленника на EdCamp, мы с ним вот это сделаем. А возможно, нет, это останется идеей. А может, я эту идею подарю кому-то, скажу, у тебя это лучше получается, сделай-ка, будет всем хорошо. То есть хорошо бы иметь просто список идей. Проекты с подпроектами, вот уже мы говорили, следующими шагами. Да, это еще раз очень важно. Не просто писать какие-то вот необъемные, сделать ремонт, что это за дело сделать ремонт, да? А вот там, не знаю, найти, подобрать обои, купить краску в хозмагазине, вот это конкретные шаги, да? Время исполнения, если вы поставите, появится в календаре. Вот что тоже классно. Письма из почты можно отправлять в Google задачи, она появится у вас как задачка. И что еще? Он отличается, что он очень простой. Есть вот это вот менеджеры проектов очень сложно организованные, правда. А вот этот, вот он простой, препростой, и в этом его достоинство. Кто не любит слишком сложных программ, долго разбираться, попробуйте, попользуйтесь. Оно делает все, что нужно, и не нагружено ничем лишним. Итак, для всех этих сервисов верно то, что у них есть мобильные версии и версии для компьютеров. Все мгновенно синхронизируются, не глючат, все бесплатно и максимально удобно в использовании. Следующий момент. Как я держу, например, обзор вот того, что ждет в течение полугода-года. Ну, в принципе, хорошо бы видеть, да, даже вот какие-то планируешь, там, дела рабочие, какое время у вас больше загружено, какое меньше. Я это делаю совсем просто в Word. Я сделала таблицу. Смотрите, может кому-то понравится идея. Таблица простая просто до невозможности. 6 столбцов это у меня полгода, но у меня год начинается как учителя с сентября. Мне кажется, это очень естественно учителям планировать год, а у кого дети, школьники, тоже с сентября. У меня вообще 9 плюс 3 месяца. У меня есть планы отдельно на лето, отдельно на 9 месяцев. Смотрите. Вот здесь у меня просто по сферам там работа, семья, хозяйство расписаны дела, которые каждый год повторяются. Ну, например, я вожу машину, мне каждый год надо в октябре пройти техосмотр. Мне каждый год надо сменить колеса там в октябре и в апреле, да. То есть это, даже вот вы просто написали, оно же у меня и в календаре дублируется, но это у меня висит перед компьютером. Просто я вижу, что у меня, да, приближается. Здесь это дни рождения и праздники. Вот. Они тоже, естественно, из года в год повторяются. И я вижу, вот у меня там скоро у кого-то, мне нужно подготовиться, купить, что-то придумать. А вот эта часть, это уникальная для этого года. Ну, например, вот тут было EdCamp, подготовиться к EdCamp или подготовиться к семинару ВАКО. То есть это что-то, что вот конкретно сейчас, в 18-19, да, меня ждет. И потом я беру маркер, и знаете, как приятно, вот опять-таки, вот эту же бумажность, и вы вычеркиваете, подготовилась, поучаствовала, да, и вы видите, тем не менее, вот, картину, согласитесь, что, где.
Следующий момент. MindMapple. Это бесплатный тоже способ строить интеллект-карту. То же самое. Вы свой год можете разбить. Работа, да, над чем я работаю в работе, здоровье, там, семья, в компьютере, да, какие у меня там проекты, где мне там какие папки надо разобрать и так далее. То есть это тоже, это вот для обзорности, чтобы вы просто держали это перед глазами. Ну, в принципе, красиво. Ну, или кому как подойдет. Может, кому-то пойдет, кому-то нет. А теперь вам покажу пару таких штук, что вам поможет ваши материалы к урокам, к семинарам готовить очень-очень быстро. Первая штучка – это CAM-сканер. Вот, например, если у вас есть, вот вы увидели книжку интересную, с интересной иллюстрацией у коллеги, купить не можете, да, там сканера нигде нету, вы берете, открываете программу и делаете качественную копию. Ну вот смотрите, если вы просто сфотографируете на телефон, будет вот так. Это я нашла свой школьный конспект по биологии. А вот если вы возьмете специальную программу, но у меня там сканер, муж сказал, что есть вот хороший Microsoft Office Lens PDF-сканер. Да, ну неважно, суть такая, что у этой программы есть алгоритм, который настроен на обрезание, да, картинки, убирает лишнее, на контрастирование и на выравнивание. Если же сфотографировали трапецию, она у вас все равно станет прямоугольником. Книжки, вот я там фотографировала книгу по зоологии, там у меня было 150 страниц, ну, по-моему, полчаса. В шикарном качестве, вот страничка за страничкой, странички обрезал, контрастировал, сохранил. И потом отправил самому себе на почту, вставил в Word и распечатал, вот вам ребенку задание. Очень-очень быстро. Это что касается бумажных носителей. А что касается электронных, да, есть книжки в PDF формате, да, как? Вот как мы оттуда быстро возьмем нужную иллюстрацию, вставим в учебный материал. Смотрите, встроен уже в Windows 10, не надо даже ничего устанавливать. Вы пользуетесь Snipping Tool? Просто мгновенно, любой кусочек, вот я показала вам, вот мой, смотрите. Вот мой экран, да, это принт-скрин, и это электронный учебник по биологии 10 класс. Вот там есть картинка работы фермента, которая мне нужна. Как мне ее оттуда быстро достать? Мне нужно буквально 3 секунды. Я открываю эту программу ножницы или Snipping Tool, да, вы можете в поисковой строке найти и закрепить их себя в панели задач. Вырезала, она чик, быстренько вырезала, смотрите, как красиво. И все, и сразу вы это вставляете уже в Word или в презентацию. Вот я так сегодня, допустим, вот это все же было сделано этими ножницами, да, иллюстрации для презентации. Пользуйтесь мгновенно, вы из любого сайта, любой какой-то PDF-книжки сделайте качественную вставочку, куда вам надо. Теперь это картинка, да. Вы можете ее сохранить отдельно, как картинку. Так, что у нас по времени? 37 минут. У нас есть еще 8 минут. Ваши идеи. Ну, или вообще ваше мнение, вот что вы можете сказать, что нового. Давайте я буду давать такую жмякалку. Я ее как видела, сказала, что возьму для преподавания. Мне очень помогает история для, например, сложных задач. Есть техника помодоро, наверное, Помодоро? Расскажите, я знаю, но я не рассказывала. Расскажите. Слышали про помодоро? То есть суть в том, что взрослый человек может сохранять концентрацию довольно недолго. И сейчас все меньше и меньше, потому что постоянно какие-то отвлекающие вещи. И если нужно сделать что-то более сложное, какую-то когнитивно сложную задачу, и, например, тяжело подступиться к этому делу, то есть смысл установить таймер на 25 минут. Я считаю, что я еще меньше могу держать концентрацию. У меня просто таймер на 21 минуту, и это время вы сконцентрированно работаете над какой-то задачей. И потом оказывается, что за эти 21 минуту можно успеть очень-очень многое. Вот. И еще что мне помогло. Вот, помодоро. Ой, не там. Что вот есть тайм-менеджмент для рациональных людей, и то, что говорила Екатерина, это вот классический супер тайм-менеджмент для рациональных. Да, есть тайм-менеджмент для фриков. То есть для тех... Просто для творчества. И есть одна техника, которая мне помогла, она называется автофокус, когда, например, есть дела, которые нужно сделать, например, в понедельник или во вторник, то есть они довольно жесткие. Есть более стратегические, более такие мягкие истории,
Тогда можно написать очень большой список того, что нужно сделать, просто посмотреть на вот этот список из 30 пунктов и понять, что мне хочется делать именно сейчас. И, как правило, что-то щелкает, и из этого дела ты начинаешь что-то делать, и оно как-то... Бывает, да, совершенно замечательная. Это лекция про рационалов и иррационалов. Кто следующий? Пожалуйста. Вот эта техника, да. Еще есть такая доска Trello, если слышали, да, доска Trello. На ней вот как раз вот эту технику Помодоро очень удобно использовать, потому что там есть дела, которые я планирую, дела, которые я сегодня буду делать, и дела, которые я не сделала, отложенные дела. Она синхронизируется точно так же с Google календарем, это доска Trello, и поэтому она очень удобна. Вот эти вот дела раскидывать Если именно в кто-то слышал Trello. канбан, извините, что перебиваю, это вот в этой японской технологии продуктивности, что Toyota, по-моему, разработала канбан-доски, вот Trello, Да, это, Trello, да. да. Это, кстати, белорусские ребята, мой муж знает одного разработчика. И очень, Trello. очень эффективная Сейчас я доска, введу, очень да. эффективная, тоже напоминает, она с Google. Самое главное, что она с Google календарем А синхронизируется. еще, извините, я дополню, что вот Пожалуйста. доской Trello, например, я делала с детьми Да, она общая, работу, да, очень да, удобно удобно. было. Да. Да, вот с детьми Работа с девушкам. группой, да. Да, Мгм. очень хорошо. Все видно и удобно. Много досок можно создать, Да. один может создать. То есть личная своя для работы с детьми, для проекта какого-нибудь или еще, там очень много можно создавать досок. Да. Еще. Да. Катя, спасибо большое за мастер-класс. И я ставила на всякий, что я не знала про именно Google, потому что у них такие возможности, там у меня есть почта. Вот тоже использую сервис доску Trello, тоже исследовательскую тоже писали, очень удобно, удобно использовать, поэтому спасибо. Trello, пожалуйста. Я тоже хочу поблагодарить Екатерину и сказать о том, что, конечно же, это спасает экологию, меньше тратим бумаги. Как биолог. Да, спасибо огромное. Я тоже пользуюсь очень. Мне очень нравится помидорка, как я ее говорю, потому что она дает возможность не отвлекаться. Вот это очень чудесно, потому что мы все не можем сконцентрироваться, это точно, и очень хочется пойти по какой-то ссылке, пошел, и в общем оттуда уже и не вернулся, а это все-таки как-то дает возможность, в общем-то, работать именно продуктивно на одним и тем же делом. Спасибо огромное и спасибо большое за большой вклад в экологию. Спасибо большое за материал. Я сегодня воспользовалась уже правилом, которое, собственно, я не догадывалась, я, с ним жила, но прошло 2 минуты, надо сделать что-то, да, поэтому какие-то программы использую, какие-то я себе устанавливала раньше, чем за 2 минуты, да, то есть, собственно, и послушала, и установила. Спасибо большое, будем Да, сотрудничать. продуктивной вам работы, да, может еще кто-то что-то добавит. Я хочу добавить, что дела, которые мы планируем, очень часто бывает так, что у нас список из 10 дел, мы сделали то, что в принципе можно было отложить, но не сделали что-то срочное, и от этого страдает наш рабочий день, наша усталость. И поэтому очень удобно ранжировать дела по категориям. Вот если взять 2 шкалы, важное, неважное, срочное, несрочное. И хорошо цветом помечать вот эти вот срочное, важное, например, красным цветом. И это дела, с которых надо начинать свой день. Как бы не хотелось сделать что-то более приятное, но не срочное, все-таки надо начинать с красных дел. А после этого нужно уже ранжировать важное, несрочное, либо срочное, но не важное, а дела, которые можно отложить, оставлять все-таки на конец дня. Да. А те, которые не срочные, не важные, Вообще тогда и не вписывать. Да, эта категория должна быть пустой. Кстати, вот это интересно, я слышала про это, я, например, расписывала дела. Меня поразило то, что обычно, вот вы говорите, так, правильно, важное и срочное, мы с этого всегда начинаем. Но для того, чтобы реализовать наши мечты и задумки, чтобы быть проактивным, мы должны большую часть времени стараться посвящать каким делам? Важным, но не срочным.
срочным. Написать книгу, да, написать цикл статей, сделать видеоролики, то есть сделать с детьми какой-нибудь своими проектами, обязательно с учениками, да, у нас лично есть проекты, то есть что-то вот, да, сделать такое, чтобы сделали правильно, начали важное и срочное, а потом стараемся, уделяем свою жизнь важному, но не срочному. Кстати, вопрос я тоже не ответила на вопрос. То, что в электронном варианте я поняла. А есть варианты, когда деткам говорят, что вот доска и с этими стикерами. Стикер можно не сделать, приклеить в другой место. Вот. Да. Это как бы висит, и ты просто со стикерами работаешь. Вот с точки зрения биолога, да? Ага. Вот в электронном варианте и вот в таком варианте, когда стикерами. Вот если мы говорим про ребенка. Вы хотите сказать, что эффективнее? Вчера вот немножко затрагивали этот момент. Есть вот эти социотипы по Юнгу. Вот смотрите, есть экстраверты, интроверты, знаем все. Екатерина упомянула рационалы и иррационалы. Обязательно найдите, вот запишите, есть замечательная TED-лекция, белорусская была TED-конференция. Найдите тайм-менеджмент для иррационалов, и там дискриминация и чувство вины. Ну, найдите иррационалы, рационалы, TED, оно вот выскочит там. Потрясающе, вы поймете, кто вы, и не будете так себя грызть, если вы вдруг не рационал, а иррационал, потому что это тоже частая проблема самобичевания. Потом есть категория этик и логик, то есть есть дети, для которых закон и взрослые важнее, чем отношения, а есть люди, которые готовы, да, уступиться какими-то принципами. И, наконец, есть категория сенсорик и интуит. Интуит – это тот, кто у вас есть такие ученики. Он закрыл глаза, и он задачу на кровообращение, но это биологи, решил. Он закрыл глаза, и он что-то посчитал. А сенсорики, ему надо прорисовать, полепить, наклеить, пощупать. Вот поэтому так. Сенсорикам все, что им нужно, можно дать пощупать, давайте пощупать. А пусть сами выбирают. Кому как комфортнее. А интуиту он будет считать, что это детский сад, и он будет раздражаться. Что вы меня заставляете вот что-то клеить? Ему будет интереснее вот это. Ребенка спрашивала по себе, не будет. Я вот это переставила уже. Есть же такая шкала вот эта, вот когда распределяется, важное и неважно, на 4 части делится. Да, Екатерина, огромное спасибо. В первую очередь для меня CamScanner. Это такие мучения были с фотографированием. Вот отдельное спасибо. Это просто вы его влюбитесь, он у меня на заглавной странице в телефоне. Это отдельное, да, открытие. Вот, кстати, про важные и несрочные есть еще одна такая из техник, как час силы и дело дня. Час силы — это как раз то, что относится, что мы очень хотим сделать, но откладываем, написать книгу. То есть написать книгу — это где-то будет в конце, потому что всегда есть другие дела. Но выделять какое-то время, желательно там, где мы больше чувствуем, кто-то вечером, кто-то утром. И вот по технике помидор ничего больше не делать, только вот час сил на это дело. Пусть 10 минут, пусть это будет 10 минут силы, но маленькими шагами продвигаться. И точно так же есть дело дня. Вот дело дня — это то, что очень не хочется, но очень надо. Этот вот лягушка называется. Съесть лягушку, да, съешьте с утра лягушку. Поэтому вот тоже отлично работает. И вот, кстати, про стикеры я очень много работаю с техникой Kanban, visual management. И есть такой момент, особое чувство сделать, когда мы переносим стикеры руками из того, что в прогрессе, на то, что сделано. Поэтому для деток и для нас даже это имеет значение. Одно дело, когда мы галочку поставили, другое дело, когда мы взяли руками, особенно если в классе детки все стоят, не очень любят вот так вот подойти, перенести. Это особое чувство наполнения, насыщения, что было сделано. Поэтому можно использовать такие штучки. Мне кажется, самое главное, чтобы мы все ценили и уважали то, что мы разные. Что если кому-то вот это действительно надо, несмотря, например, на все мои советы, если вы понимаете, что вам все равно бумажный ежедневник эффективнее, да пользуйтесь. Главное, чтобы это работало. Вдруг просто у кого-то, как у меня, вот оно вот все вот так вот, да, и вы попробуете что-то новое. Да. Спасибо.